У работников военкоматов нет второстепенных задач. Работают они и над морально-психологическим обликом новобранцев, проводят мероприятия по военно-профессиональной ориентации граждан и так далее. Уже 98 лет военные комиссариаты органично слиты с историей создания и развития вооруженных сил, несли и продолжают носить достойный вклад в решение важнейших государственных задач по обеспечению обороноспособности страны. Все эти 98 лет военные комиссариаты успешно справляются со своими задачами. Конечно же, наибольшая напряженная работа, как вы все прекрасно знаете, была в годы Великой Отечественной войны. Военные комиссариаты обеспечивали комплектование вооруженных сил личным составом, техникой, лошадьми и так далее, и так далее. Вопрос обеспечения всегда наиболее сложный в нашей жизни. С этими задачами успешно справляемся, в том числе и наш коллектив. Призыв граждан у нас ежегодно выполняется в полном объеме. По итогам 2015 года мы призвали 287 граждан. Это не маленькая цифра для нас, для города и для района. Свой профессиональный праздник работники военкомата по традиции отмечают лучших. Почетные грамоты военного комиссариата республики удостоился Вадим Кадырбердин, а нагрудные знаки за многолетнюю службу достались Ольге Нечаевой и Наталье Бобринской. В мои непосредственно обязанности входит финансовое обеспечение всех мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу. Это и обеспечение врачей, медицинского персонала, то есть компенсационные выплаты. После приятной процедуры награждения сотрудники отдела военного комиссариата вернулись к своим повседневным обязанностям, ведь впереди горячая пора отправки новобранцев на военную службу. Елена Афанасьева, Дамир Хайбуллин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.